Такой подснежник растет у нас. Красиво. А теперь смотрите, Что творится? вот такие жуки. Вот Толпой еще. друг на друга сидят. Еще вон. Тысячи их тут. Вот. Кто это такие? Вот прямо кушают они. Еще друг на друге ездят они. Правда, что один другого тащит. Зачем? Вон друг на друге, правда, ездят. Вот. Похоже. И вся поляна в этих. Нургунраембитер биттер. Друзья, ну что, для того, чтобы разобраться в этой ситуации и, конечно, посмотреть нужно это все воочию, своими глазами, на этих жуков, которые, можно сказать, взбудоражили многих жителей Якутска, республики. Ну и для этого мы выехали в местность Кулаты. Сейчас прошли по мосту и будем искать, где-то здесь находятся эти подснежники, а именно сами вот эти черные жуки. Именно их мы сейчас будем пытаться найти. Так, нету. Нету. Внутри. А это пчела же. Так, ну сейчас мы в поисках жуков. Уже поднялись на сопку. Здесь пока по дороге их не видели. Подходим к каждой полянке, ищем. Пока без результатов. Красота. Так. Что-то мне подсказывает, что это дальше. Мы сейчас посмотрели еще раз видео. Здесь на местности как бы можно сориентироваться по воде. Вот, и получается, что, скорее всего, нам надо еще двигаться вот туда. Вот. Ну что, сейчас пройдем по сопкам, потому что нам нужно найти этих жуков. Мы же не зря сюда приехали. Так что вперед с песней. Пчелы, бабочки, все уже есть. Весна в полном разгаре, но жуков не видно.
Так, мы, видимо, потерялись, сбились с тропы. Вот, как-то я думал, здесь прям хоженая тропа, но мы ее потеряли. Давай вот так пройдем наискосок. Вон на ту сопку. Так, подснежник, жуков нет. Никогда не ходите с Очеровым на съемки. Если он говорит, это близко, то это очень далеко. Самое близко километров 5, 6, 7. Мы уже идем 3-й час. И никак не можем дойти до места. Что-то я уже устал. Сейчас нужно подняться на сопку, потом спуститься, потом еще раз подняться. И я думаю, что где-то там... Что, далеко еще? Не знаю, наверное, еще пара сопок. Кажется. Пара сопок. Первый день отпуска. Если бы я знал, что так оно будет. А так, конечно, красота, свежий воздух. Комаров нет. Очень хороший такой период. Не жарко, не холодно. Опа! Так, подснежники есть, жуков нет. Ой, еще далеко идти. Мы совсем чуть-чуть приблизились. Километр 2. Мы пока 600 метров пошли. 600 метров. Мы снова провели рекогносцировку местности, значит, но нам, скорее всего, нужно спуститься вниз. Вот. Я вообще по этому маршруту первый раз иду. Я даже не знаю, как обычно ходят пешие туристы здесь этим маршрутом. Но, судя по видео, мы еще раз посмотрели, что мы слишком высоко забрались. Мы идем по верху сопок, а видео как будто чуть пониже. То есть вот снизу можете видеть тоже такую возвышенность. Здесь, если я не ошибаюсь, мы должны будем увидеть скоро памятник Каландрашвили. Пока мы спускаемся, расскажу вам историю. Его отряд шел с той стороны, двигался вот по этим протокам. Была зима, лежал снег, и вот в этих зарослях тольника была оборудована засада, которая ждала его отряд. И, соответственно, вот в этой местности весь отряд положили. Вот, и здесь, где-то в этом районе, я думаю, мы его найдем, увидим. Как бы это не наша цель, но, тем не менее, мы должны увидеть памятник, посвященный именно этому событию и этому человеку. Так, тем не менее, у нас спуск достаточно такой крутой. Почва очень мягкая, сыпучая. Я вообще не ожидал, что будет такой поход. Я думал, найдем первые подснежники. Ого, ого, опасно, опасно. Слишком много пыли. Давай ты первый иди. Или я первый. Пыль идет на технику. Так. Такой вот уклон. Подняться уже, наверное, будет очень сложно. Подниматься мы уже будем не здесь, а там. Сверху казалось, что недалеко, а мы еще даже не спустились. По-моему, только половина.
спуска. Так, вот сюда надо. Я вижу подснежники. Подснежники есть, но жуков нет. Так, ну вот теперь более-менее, да, похоже. То есть они примерно шли по этому уровню. И сейчас будем продолжать искать. Слушайте, ну подснежников огромное количество, но пока ни одного жука не вижу. В основном только вот такие пчелки. Пчелки. Там пчелки. Да. О, да ну. Да ну, какие здоровые. Ничего себе. Они же... Я вообще не люблю жуков. И надеюсь, они не летают. Давай возьмем. Кстати, да. Давайте сейчас мы их отснимем в качестве. Портрет, может? Давай. Нет, это другое. Ну что, друзья, наши поиски увенчались успехом. Сейчас мы можем наблюдать за этими достаточно необычными жуками. То есть я на самом деле вижу такие впервые. Они очень похожи на волосогрызок, к которым мы привыкли. Но волосогрызки у нас появляются позже. А это прям таким с фиолетовым отливом. И необычность в том, что они как бы насаждают, прямо поедают, можно сказать, подснежники. Не знаю, с чем это связано. Может, с тем, что это единственные цветы, которые в данный момент цветут. Тем не менее, мы сейчас их отснимем, покажем вам. Вы их видите сейчас на своих экранах. Пока мы двигались в эту местность, шли по сопкам, в пабликах уже появились признаки, да, общественного интереса, потому что особенно вот жителям города Якутска интересно узнать, что это за жуки такие. То есть это такие большие жуки, которые пожирают подснежники. Пока это все, что мы о них знаем. Есть небольшие какие-то догадки, что это может быть майка обыкновенная, но тем не менее для того, чтобы специалисты могли более точно объяснить, им нужен сам жук. Поэтому мы сейчас, я думаю, отловим пару жуков и отвезем в город к специалистам. Ну, я думаю, что никто не будет переживать, что мы пару жуков заберем с собой, тем более, что они пожирают подснежники. Таким образом мы сможем как бы сделать такое достаточно доброе дело, сохраним несколько подснежников. Ну что, сейчас приступим к отлову этих насекомых и далее отвезем их в город. Так, друзья, ну что, мы ведем съемку. Наши объекты съемки начинают разбегаться. Поначалу казалось, что они достаточно медлительные, но в принципе двигаются достаточно бодро. Вот. Убежал? Нет, вот он двигается. Ну вот этот большой. Мы его заберем. А ты что? А воду мою кончился? Подожди, не надо. Перчатками потом. Зачем? Не залезет. Вон еще здоровый ползет. Тащи его. Вот он. Он на открытой местности. Такого же размера, да? Нет, он меньше. Меньше? Залез? Нет. Тихо, не двигайся. Палочку подвинуть. Все? Охотник. Так, ну что, образец мы взяли. Образец для изучения. Отвезем в город. И наш А этот здоровый? друг... Что, двоих хочешь Давай. посадить? А вдруг они съедят друг друга? Может, самка, самец? Так, это надо это. Вот он торчит. Там еще больше есть? Сюда. А, их много там. Сюда. Сюда они. А сколько? Ну-ка, селфи. Не-не-не, давай. Фокус не берет. Это была последняя фотография. Охотники за жуками. Сейчас. Вот он. Что твое? Есть? Да. Так, ну что, операция «Охотники за жуками». Ой. Он ко мне. Давай быстрее. Панку.
Все, отлично. Так, а крышка где? Так, ну что, друзья, сейчас мы поместили 2 жуков в нашу бутылку. Ну, мы не собирались этого делать, но тем не менее, действительно, хорошая идея отвезти в город, чтобы специалисты могли посмотреть и уже точно сказать, что это за жук. Так, мы им сейчас накидаем туда травки, чтобы они чувствовали себя как дома. Там слишком влажно, слишком жарко, возможно. Периодически будем открывать крышку. Вот еще один ползет. Тут их реально много. А это другой жук? Или такой же? Такой же маленький. А, такой же, только маленький. Я чуть не забыл, я вам обещал показать памятник Каландрашвили, но мы до него не дошли. Если видно, вот он находится вот там по берегу. Это такая стела. Но сейчас у нас как бы экземпляры, которые мы должны довести в целости и сохранности до города. Поэтому я вот сам, конечно, хотел сам посмотреть на этот памятник. Ни разу его так вот не видел. Но я думаю, в следующий раз обязательно. Сейчас мы двигаемся обратно до автомобиля и едем в город. Так, кстати, уже на обратном пути мы поняли, что не обязательно было, во-первых, подниматься в гору. Просто нас отвлекли подснежники сразу после моста. Мы пошли наверх в сопку. Ну, в целом, вот здесь по низу, вплоть, я думаю, до самого моста идет тропинка, по которой ходят пешие туристы. Вот, и сейчас мы возвращаемся именно вот таким путем. То есть, если идешь по сопкам, то вот там приходится либо спускаться вниз, подниматься вверх, либо идти по вершинам, двигаться. Вот, в принципе, тут, кстати, недалеко. Если мы сейчас уже пришли практически к окончанию этого холма, мыса, там было километр 600, да? Да. Ну, примерно, в общем, до того места, где мы нашли жуков, мы прошли чуть больше километра. Вот, совсем близко. Ну и местность Кулаты, она, конечно, известна не только тем, что здесь было нападение на отряд Каландрашвили. Это, конечно, такая очень известная древняя стоянка наших предков. Здесь был проведен один из первых задокументированных праздников Эсех. В общем, это такая местность, которой посвящено очень много. Даже есть очень красивая картина местность Кулаты. И когда смотришь на эту картину, практически как будто ничего не поменялось. Вот все очень узнаваемо. Так, ну а мы постепенно выходим уже к автомобилю. Ну, даже не к автомобилю, а к мосту. На горе пасутся кони. После зимы коняшки наши такие похудавшие немножко. Сейчас будут набирать вес. Так, ну вот казалось бы, да, здесь тропинка идет. Ну, скорее всего, пользуются также лошади. Они идут на водопой. И чуть-чуть совсем река небольшая. Были бы сапоги. Можно было прямо здесь перейти, потому что отсюда рукой подать до автомобиля. А нам придется подняться вот так вот по склону пройтись. И мост находится где-то вон там.
Ну, вообще, друзья, я категорически советую вам посетить эту тропу, пройтись. Здесь можно выбрать, как я понял, разные маршруты. То есть мы, например, поднялись на гору, наверх, и часть пути прошли по верху. Ну, дальше уже идти можно только по лесу, скорее всего, и нужно будет петлять по сопкам. Так, получается, если вы переходите через мост и далее берете правее, чуть-чуть поднимаетесь по этому склону, по краю, и уже далее идете у подножия, как бы у подножия гор. Очень интересный маршрут, в том числе вы увидите памятник Каландрашвили. И в целом зарядитесь энергией этого очень красивого живописного места. Испытано на себе. Так, ну что, компания Ксенос, технопарк Якутия. Женя, привет. 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 Так, ну что, вот, в целости и сохранности. Я несколько раз открывал крышечку. Я не знаю, как перевозить насекомых, но старался, чтобы они... Здесь такого запаса кислорода хватит на несколько дней. Даже так, и зря открывал даже. Потрясающие животные. Вот мы видим вот этих вот насекомых. Это самки майки обыкновенной. Жук достаточно в Якутии стал распространенным, хотя раньше встречался реже. В некоторых регионах России он находится в красных книгах. Серьезно? Да. Давай распакуем их. Ты прям даже через запотевший этот узнал. А вдруг это, понимаешь, кто-то другой? Ну вот, нет. Спутать майку невозможно ни с кем. Жук с короткими крыльями, возможно, это даже фиолетовый вид. Мы видим фиолетовый оттенок. Да, фиолетовый оттенок у него. Вот. Жук является паразитом пчел. В мае они появляются, поэтому вид называется майка. Паразит пчел, самка откладывает яйца, и питается растениями. Из яиц выходят микроскопические мелкие личинки, трунгулины, которые садятся на пчел и паразитируют в улье. Слушай, ну я видел, он прямо очень так аппетитно съел подснежник, прям прям. Да, подснежники они тоже питаются. Вот эту набрать такую часть массу. желтую. Еще раз, они, получается, питаются подснежником и потом откладывают туда же личинки. Да, личинки пчела садится, личинки садится, прикрепляются. А затем он попадает в улей и вырастает до такой особи. У них нет, у них очень сложный цикл, называется гиперметаморфоз. Сперва личинка превращается в другую личинку, череподобную, затем появляется ложный кокон, потом выходит еще одна личинка, потом настоящая куколка, а только потом настоящий жук. Серьезно? Он покидает уже. То есть, получается, чтобы стать вот таким... Проходит несколько стадий развития. Усложненная версия метаморфоза. Чем примечателен этот жук? Дело в том, что, почему я его не трогаю руками, он ядовит. При прикосновении выделяет маслянистую жидкость, дурно пахнущую, которая может вызывать химические ожоги. Появляются волдыри, достаточно сильные болезненные ощущения. То есть мы, когда загоняли в бутылку, его правильно, что не трогали руками? Абсолютно верно, да. Руками его трогать очень опасно. Вот, при попадании в глаза может тоже достаточно серьезная реакция развиться. А если съесть такого жука, то можно даже умереть. То есть это достаточно опасно. Это, можно сказать, самый ядовитый жук Якутии? Да, можно так сказать. Жуки ничего не боятся, в природе практически нет у него врагов, хищников, поэтому жуки спокойно, не боясь птиц и других животных, забираются на растения. Потому что птицы уже в курсе свойств данного насекомого. Семейство жуки-нарыбники. Помимо этого у нас еще есть несколько видов других похожих на них ядовитых жуков, но майка считается одна из самых-самых ядовитых. Их использовали в Древней Греции как казнь. Серьезно? Да. Именно вот этих? Именно этих жуков. Так, ну что, друзья, такая вот интересная информация, но скажи, вот эта паника, которая обоснована, она, или это вообще как бы просто случайно попало видео в интернет, и эти жуки у нас это как бы завсегдатые? Это довольно популярные жуки в Якутии, появляются каждый май. Возможно, раньше их было меньше. Сейчас идет увеличение численности, может быть связано с развитием пасечного хозяйства, возможно, нет. Вот, но жук достаточно обыкновенный. То есть, возможно, что так как сейчас многие занимаются пчеловодством, разведением пчел, да? Возможно, популяция возросла, да. Чуть возросла, да? А так жук всегда был и не является чем-то экстраординарным. Позапрошлом году тоже писали, находили их на... про них, да? Да.
находили их на подснежниках, на первых цветах, которые появляются. Да, ну действительно, получается, когда видишь такого жука, он достаточно большой для времени года, то есть это весна, только буквально снег сошел, и какие-то жуки поедают красивые подснежники, прям аж сердце становится больно. Ну что, мы в принципе... Достаточно ядовитые для человека. Да, как оказалось. Поэтому, друзья, если вы увидите этих жуков, ни в коем случае не берите их в руки, они могут сделать ожог, да, на коже. Да, волдыри появляются. Волдыри появляются. Вот, достаточно опасный жук, поэтому, но в целом он как бы привычен для нашей местности, в этом ничего такого страшного нет. Но, тем не менее, думаю, хорошо, что мы разобрались, и, думаю, на многие вопросы дали ответ. Спасибо Евгению еще раз. Я еще добавлю, да? У него очень короткие накрылья, и, конечно же, летать он не умеет. Это один из плюсов. Ну, кстати, да. И самки живут недолго, самцы сразу после спаривания умирают, и самки откладывают яйца и тоже умирают. Поэтому в начале лета встретить таких жуков уже практически невозможно. Вот весной они сейчас вот очень активны. Да, И... пару недель еще будут активны, а затем уже все, пойдет на спад популяции. Ну, в том видео, кстати, отметили, что они и кушают, и вроде как и друг на друге ездят. Это Да, вот именно они очень такие активные. Да, размножение было, скорее всего, ездит. То есть не ошиблись те участники, которые снимали. Друзья, да, действительно, это проект испытан на себе. И как, в принципе, в рамках проекта можно было и показать волдыри на руках, но я этого делать не буду. Тем не менее, мы нашли данных жуков, мы их привезли Евгению. Евгений очень четко, подробно рассказал про них. И в целом бояться их не нужно. Это наша обычная фауна. Обычная фауна. Да, и побудут в нашей коллекции. Да, Евгению спасибо. Действительно, у тебя пополнение, да, на три жука. Да, хоть они, наверное, недолго, да, проживут, но тем не менее, хоть в тепле. Тут уже они размножаются, возможно, появятся личинки. Посмотрим. Вот, кстати, мы наугад их поймали, да, троих, и вот, видимо, вот там уже парочку нашли. Так, ну что, это был проект «Испытано на себе». Друзья, я думаю, на многие вопросы мы дали ответы. До новых встреч и берегите природу. Испытано на себе.